Этого человека знают многие. Уже более 20 лет он работает с детьми. И не просто работает. Он живет их проблемами и трудностями. Вместе с ними радуется успехам. Он не просто директор Таллинской художественной гимназии. Он школьный папа для всех своих учеников. Он тот, к кому в стенах школы они могут обратиться в любую минуту и тут же найдут поддержку и понимание. Он Märt Sults. Märt Sults родился 24 марта 1961 года под знаком Овен. Смотрю на свою жизнь и как-то смешно. Вот маленький Сульцик, маленький, 3-4 месяца. А здесь моя мать и брат. Очень люблю маму. Мне очень жалко, что ее нету. Очень недостатка чувствую. Хороший друг. В детском садике с братом. Мы елку возили, когда елку нельзя было возить, а мать все время привез елку. А здесь я такой стройный, я хотел военным быть. У меня даже эти были такие одеватые, валенки, как будто бы были бы сапоги. Учебу начинал в Валгасской средней школе номер 1. У меня была привычка, потому что отец был фотограф, мать была фотографом. Я все время был один, потому что сестра была 18 лет старше, вторая сестра 14 лет старше. Я все время был один, и я собирал камней. У меня очень много камней, разных камней было. Потому что в то время особенно и игрушек не было, я и игрушки делал сам. Так что мы в большом обилии не жили. И мать у нас воспитала зайцев, и мы кормились зайцами. Вот какой серьезный человек. В 11 классе у нас ведь в 11 классов было. А свободное время, всякие дела были. В свободное время мы ходили, я ходил в музыкальную школу. Свободное время. Это сейчас выпускной вечер музыкальной школы. Я трубач. Я трубе был. Трубе был с таких смешных вещей, что дай бог. Потому что надо было и играть на нотах кларнета, и на нотах трубе. И это очень весело. И для души, и для этого, чтобы не заниматься дурными вещами. А это здесь я соло гоняю. У меня здесь я в 9 классе, это значит так, что я 16 с половиной лет был старый. А я был в то время очень горячий трубач, потому что я был первый, второй, третий в Эстонии. Потому что мне повезло. Второй хобби был у меня гандбол. Я как максималист, я не мог себе меньше позволять, чем быть в сборной Эстонии по гандболу. А это очень веселые парни все. Потому что здесь этого трудного работы, которую мы делали, до 3 раза в день, труднейшие тренировки. Я сейчас смотрю на наши спортсмены, у которых даже майки не мокрые после тренировки. Я удивляюсь, как они вообще могут. А мы были в Союзе, были в 3-м месте. 3-м месте. И здесь у меня вот карточка, когда мы с Латвией поиграли. Я не помню, мы выиграли или нет, но 9-й номер здесь, это я здесь. Жду отпрыгивающего мяча, потому что помочь вратарю-то надо. Это мяч гоняется на скоростью 180 км в час, и вратарь его не видит, ты должен помочь ему. А вообще душа моя была уже сначала, душа была моя, и в среднем школе была самодеятельность.
это наша группа. Мы здесь сейчас поем союзные песни, как будто мы обходили весь Советский Союз, и у нас было 15 песен, народных песен. И за это мы там делали маленькие аранжировки на каждому песню, и за это у нас унизили поведение. Так что у нас мы были все отличники. Так что вот здесь, например, какой серьезный такой боевое лицо. Это просто. Но ничего не поделаешь. Но когда ты в Грузии, тогда ты должен так выглядеть, правильно? И наш банд был такой, что мы четвером были. Мы с одного класса были все, кроме Андреса. Андрес учил по водительскому делу. Мы учили в классе математики, физики. Это мы были, ну, скажем так, что нас готовили реальную жизнь по реальным предметам. А здесь вот кончали среднюю школу. И здесь мы в партийном комитете, первый секретарь коммунистической партии здесь рядом, в центре сидит, здесь я, здесь отличники, которые в отличие кончали среднюю школу. Так что я тоже там. Высшее образование получил в Тартусском государственном университете на факультете физики и химии, который закончил в 1984 году по специальности анорганической химии. Уже потом, в 1989 году, закончил факультет по школьной психологии Тартусского государственного университета. Пошел дальше в университет, вот так. Актус университета, выпускной актус, и я стал химиком, аноргаником. Это значит так, что я владел искусством менять мир и обосновать мир, и ощущать, как с чего мир состоится. И теперь здесь актус, и мы дипломированные. Второе высшее образование, когда я психологу пошел научиться, я получал вот поэтому. Потому что я попал в школу девочек, и чтобы там были 700 чем-то девочек, ПТУ 43, все швеи стали. Я думал, что когда что-то я не предпринимаю, я с ума там сойду. И тогда я вступил в психологию, чтобы согласно 2 месяца ходить на сессии, сдавать экзамены и не превращаться в девушку. Мы жили в общежитии, не такие, как сейчас. У нас было очень нормальное общежитие, потому что там мы пели, у нас было общежитие, в общежитии по этажам были диско, я пел, люди танцевали, прыгали. Ну да, не надо, но я не буду сказать, что пиво не пили, обязательно пили. Это студентами вот пиво ходит вместе. Ну и там случилось всякого. И я, например, когда был на 2-м курсе, да, я упал с 8-го этажа с балкона просто. Я пел к 9-му этажу девочкам песни, и ноги были под шкафом, а шкаф скользнулся, и я упал оттуда. Хоп, и был целая куча переломов. Но это переломы были эти все такие мелочи. Потому что самое главное, что позвоночник был целый и голова был без сотрясения. А остальное все было в порядке, потому что я весил в тот раз 96 кило, и был в спортном Эстонии линейный, я был только куча мышц. И так что мои мышцы, я сам их, когда лечился по больнице 2,5 месяца, я их съедал. Я вошел в больницу 96 килограмм, весил 68. Так что я был как скелет вышел. Ну, я надеюсь, что я сейчас скелетом не выгляжу.
И там у нас была очень веселая жизнь, потому что когда мы гоняли гандбол, гандболисты были в отдельном отсеке, жили, все ждали гандболистов, потому что мы были очень веселые, мы были первые, ну, скажем так, не первые, а из первых профессиональных игроков, потому что у меня в трудовом книжке писано 2 года я работал в Тартуском кооператоре, грузчиком, потому что профессиональных спортсменов не было. Были грузчики, солдаты, были студенты, были всякие такие вещи, а мы были грузчиками, и мы получали 100 чем-то рублей, когда я в школу работал преподавателем пошел, я получал 75 рублей заработной платы. Так что когда грузчиком был, получал больше. А вот здесь первый грузчик. Это молодой преподаватель Мерт Шульц во время перемены. Это препараторская, здесь класс химии. И когда у меня трудно было, да, у меня гитара была все время с собой. И во время перемены один я поиграл, придумал мелодию, что-нибудь, чтобы подготовиться к другому уроку, что идти в урок и сиять, потому что хмурое лицо у преподавателя это не предназначено. Преподаватель должен сиять и давать людям силу, надежду, мотивацию учиться. И для этого у меня был все время в школе гитара с собой. И это карьера, вот, карьера. 3 года я отработал в 43-м ПТУ. Преподаватель химию, физику, семейное ведение, ну вообще пробка. Где учителя не хватало, туда меня совали. А здесь моя карьера. Теперь я стал в 49-м среднем школе преподаватель химии и заместителем директора по внеклассной работе. Это здесь у нас летний лагерь, эти все школьное самоуправление здесь, который здесь первый. Это Gunnar Kobin, который был долгое время руководитель экспресс-группа. И здесь эти очень знатные люди, которые здесь сейчас внизу, которые сейчас очень уважаемые люди. И тогда дальше пошел у меня директорская работа, кем я до сих пор работаю. Теоретически Мерт Шульц был готов к самостоятельной жизни и на практике проверял свои знания в реальных ситуациях, преподавая на уроках химии, физики, психологии, заведуя кружком актерского искусства. С 1995 года местом работы стала Таллинская гимназия искусства, где до сих пор Мерт Шульц работает директором. Kogu meie kool on nagu üks suur perekond ja perekonna pea on alati isa. Isa on see, kes laste eest hoolitseb, aga seda hästi välja näidata alati ei taha. Ja ükski perekond ei ole ideaalne, aga fakt on see, et armastame me kõiki sellegi poolest. Järelikult Märt Šults on see, kes vahel natuke manitsevalt kutsub sind korrale, aga samas suudab sulle selgeks teha, et valikud on sinus eneses ja tema suudab sulle kinnitada, ta on mulle suutnud kinnitada, et kõik see, mida mina siit elult tahan ja mida meie siit elult tahame, on meie enda sees, et see meie enda teha. Et selline inimene on, tal on kohutavalt energiat ja vaimset jõudu ja ta annab seda meile edasi. В школе работает с детьми уже 20 лет и считает, что школа – это как маленькая модель общества, где существуют свои законы и механизмы действий. Наверное, это и явилось главной причиной того, что 10 лет назад Мерт Шульц выдвинул свою кандидатуру на пост директора Tallinской гимназии искусства. Märt Šults on meie direktor ja väga hea armastatud direktor. Mina teda väga armastan. Koostöö laabub meil väga hästi, üksteist me usaldame ja nii edasi ja nii edasi. В
далекой советской Эстонии издал учебник по химии для учеников начальной школы. Женат. В семье растут 2 студента. Дочь учится на химика, а сын на физкультурном факультете. On tühjast ähjast räägitud, samas ümber mõteldud, rikkaks sinkroonitud, kaosesse tõugatud, nägu pähe maalitud, kuradiks tembeldatud, inglina müüdud, kaubeldud nukuks. Мярт не понаслышке знакомый с проблемами школьников, молодежи, вынужденных квартиросъемщиков. С ними он работает уже несколько лет, всячески стараясь помочь этим людям, которые оказались практически на улице. Это время, когда этот закон приняли, что надо возвращать владельцам дома и квартиры, выданы были и деньги на это, чтобы покупать этим людям квартиры и давать им место жительства. Но эти деньги пошли, наверное, не по назначению. Вот и теперь явится такое дело, что есть как бездомные, которых судьба никого не интересует. И они между небом и землей. В Европе есть закон человечества или как inimõigused, права человека. У человека нельзя отнимать дом. И когда у него отнимают дом, надо обязательно давать на смену тоже дом. Но такого вещи здесь не случилось. И поэтому, что мы единственный, я повторяю, единственный официально регистрированный коллектив свободных граждан, которые сделали свой селсинг, который называется Kopli вынужденный квартиросъемщик, которые сражаются по законным правилам за свои права. Права жить, права иметь дом, права иметь квартиру, дом, жилье своих детей, правнуков и жить как человек, а не как бомж. Скажите, что уже сделано вашим обществом? Есть уже какие-то результаты реальные? Реальный результат это, что мы прошли весь бумажную катавасию, которая предназначена для этого, и мы дошли до первой степени суда, и с этого у нас есть все бумажные катавасии, волокна. Сделано, что мы можем идти в ЮРО и требовать восстановления прав человека в Эстонии. И вы так и будете продолжать бороться? Я не умею по-другому, потому что я просто такой человек, который обещал, надо выполнять. Там по-другому нет, потому что меня избрали Halduskogu, меня избрали люди служить народ, и я служу народу. Хочу сказать, что Märt Sults единственный человек в Эстонии, по всей Эстонии, который нам помогает со всей силой. Я просто удивляюсь, как этот человек справляется с такой большой школой. Тут у него и ремонт, и это самое, и он каждый понедельник занимается нами вплотную, не то, что он вот так пришел и рассказал нам сказку и ушел. Он душой и телом с нами, он помогает нам писать письма, он поддерживает нас. Он такой прекрасный человек, что я лучшего человека, и кто занимался квартиросъемщиками, я где-то в течение 15 лет я не видела. Все обещают, да, приходите, будет, но никто ничего не делает. Только единственный Märt Sults, я не знаю, дай ему Бог здоровья, чтобы он мог еще с нами заниматься. Если бы не он, я не знаю, что было бы с квартиросъемщиками. Он вплотную занимается и не устает, самое главное. Я не понимаю, откуда у него берутся такие силы и энергия, и каждого он обнимет, и поцелует, и одобряет, если какая-нибудь беда. Он вот здесь, он в школе. Если едет его машина, останавливают бомжи, бедные женщины. Он останавливает машину, сразу с людьми разговаривает.
Сюда приходят люди, у него приема нет. Вот сейчас он на уроке, скажем, придут люди, он во время перемены принимает людей. Он ни одному человеку никогда в жизни не откажет. В любой проблеме, вот любую проблему, приди к Мерту Шульцу, он тебе всегда поможет, даст тебе совет, посоветует. Если что, есть его сила, он всегда поможет. Если он был бы премьер-министром у нас, мы у нас у всех, у вынужденных квартиросъемщиков были бы квартиры, но у нас обманное государство. И вот такие, как Мерт Шульц, туда не хотят пускать, потому что он справедливый человек. И он должен быть у нас в правительстве. Я единственное скажу так. Организации составляется 60-68, иногда 80 человек, потому что эти люди не боялись идти на пикет на Томпе, эти люди не боялись сражаться за свои права. И я рад и очень рад, даже очень рад, что есть люди, у которых есть твердая душа и твердая надежда, что можно выиграть. И мне этим, скажем так, что для своего сердца мне легко, потому что они доверяли мне свои судьбы. Итак, в 2007 году Мерт решил выставить свою кандидатуру на выборах в Риге Когу. У центристов при мне ближе. И самое главное, что у центристов нет привычки мешать тебе. Когда ты делаешь правильное дело, они тебе не мешают. А другие партии, я могу сказать, что они могут говорить что угодно, но они не понимают слова демократия и как вести дела по-честному и по-демократически, особенно в школах, потому что это лобби. И давать деньги школам, эти критерии у ни одной партии, кроме центристов, я знаю, что не в порядке. Потому что я знаю реформистов, как получали деньги, я знаю, как получали деньги Пилита, Majandusgymnasium, я знаю, как получали. Я просто не хочу сказать про директоров или что-нибудь такое плохое, это не директора виноват, это все только политические решения. Это школы распределяются по деньгам, это вообще очень грубое дело, потому что эти люди не люди, которые это делают, потому что они не боги ведь, им нет права делить людей образованными или необразованными. И вот эти дети учатся, эти дети не могут учиться, потому что у них нет условия. Вот поэтому и есть и одна причина, почему я баллотируюсь в Риге, чтобы делать этот весь порядок. Мысль пришла в голову, у нас есть партии, которые умеют только говорить и не занимаются серьезными делами. Например, Ансип, главный премьер-министр, сказал так, что чтобы Эстония была бы нормальное европейское государство и получала нормальную заработную плату, это как шутка чародея вытаскивать из шляпы кролика. Это не чародейство, работать надо, потому что люди не привыкли работать, потому что это, что они ломали, Isamaaliit, начиная с Ларом, и когда нарушили весь программу обучения, школьную программу, все просто нарушили, мы до сих пор эти ошибки исправляем. И, наконец, мы должны делать порядок, потому что мы должны вести уровень образования в это же уровень, где он был в 1993 году, потому что Эстония стала неграмотным страной. И центристская партия – это есть реальная сила, которая может делать назад Эстонию грамотным и страной, где все умеют говорить, общаться, смеяться и делать нормальную работу, не занимаясь дурными делами.
Помимо повышения зарплаты, какие еще основные тезисы выдвигает центристская партия сейчас? Ну, скажем так, что поднимать заработную плату, например, Мэрт работает сегодня с каким-то определенным заработным платом. Кто-то скажет так, что Мэрт будет получать заработную плату завтра 150 тысяч. 150 тысяч крон заработную плату. Умею ли я лучше работать или моя квалитет работы увеличится? Нет. Заработная плата увеличится с корреляцией квалитетом работы и услуг. Когда это не меняется, про заработную плату говорить вообще нет смысла. И это человек, который говорит только, что деньги служат этому, чтобы человек стал лучше работать, это не профессионал. Надо духовность, надо ум, надо цель, надо, чтобы люди любили свою родину и хотели, что их родина стала лучше. Вот тогда мы можем говорить на заработных платах, которые не сотни тысяч крон, а я вообще предела не вижу. Этот может быть, ну я не знаю. Это, ну, предела я не вижу, но нижний предел я вижу. Это который гонит речь и ничего не делая, и не отвечая за ничего. У них, да, заработная плата есть 3600 крон. Был бы это Riigikogu член или кто-то другой, он ничего не делая, только говоря, и вот у него самая низкая заработная плата. И пусть растет дальше заработная плата до 1 миллиона. Помнить, что ты тушен центрист и работаешь по-центристски, вот и все. И я лоялен своей партии, пусть другие завидуют. Смотри, заработные платы поднялись хоть чуть-чуть, но поднялись, дрались очень сильно, чтобы налоги не снимать, очень сильно дрались, не давали пропускать закон, что 2,6 миллиарда крон выбросить в мусорный ящик, это партийским немцам. Достроят школы, которые не достроены, социальное обеспечение начинается снова строить, муниципальное строительство снова пойдет. Только смотри, потому что решительные мужики, женщины у нас. И смотри хоть на Тарту-Шоссе. Никто не верил, что его достроят, но строили, и раньше строили. Я сам тоже не верил, если по правде сказать. А все-таки строили. Ты смотри, Юрий Ратас. Я делал мои цели очень ясно и четко, моим головы отмеченные. Дети, подростки и школьники. Это первая группа. И вторая группа пенсионеры, которые сами уже не могут обеспечить себя. Это значит так, что сперва надо, ну как сказать, готовить людей среднего возраста, которые работать могут и получать нормальные заработные платы и платить нормальные налоги, что мы смогли, наше государство наконец смог платить пенсионерам нормальные пенсии и давать учащимся нормальные условия учебы. А сейчас, смотря на политику основную, которую гонят Изамалит, Реформ, Республика, на этот гонят это развал государства просто, потому что они живут с одним днем. Потому что, скажем так, что кто-то сказал, что через 15 лет мы будем в числе 5 первых богатых людей Европы. Это я могу сказать, что государств, как в Европе, в Эстонии, нету. Есть общая Европа. Вот и все, люди добрые. И что сказать дальше, что у нас будет 4 раза больше пенсия, конечно, будет, потому что крона падает таким резким углом, их просто напечатают 4 раза больше. Конечно, ты получаешь 4 раза больше. Если это хозяйство и это вести таким образом, как сейчас господа ведут.
Вот и против этого, не против этого, это контролировать и надо, потому что воликогу слишком низкий уровень-то высокий, но слишком низкий уровень, чтобы определить эти негативные явления, которые сейчас давят на Riigikogu. И Riigikogu не может решать, потому что они не могут друг с другом договориться, и все борются с друг другом. Договориться невозможно. Это значит так, что либо они необразованные, либо я не хочу грубого слова сказать. Ему, человеку, знакомому с системой образования, человеку творческому и, безусловно, одаренному, а поэтому чувствительно переживающими чужие проблемы, хочется верить, что не все в этом мире можно купить и продать. Katuseharja männi koorest ihub kaua.